19 февраля – это памятная дата для всех ветеранов боевых действий. В 1989 году именно в этот день состоялся вывод войск из Афганистана. В Уфе ежегодно проводится возложение цветов к мемориалу скорбящей матери. В этом году акция прошла уже в 33-й раз. Обсудим подробно вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Дмитрий Глушко, член Общественной палаты Республики Башкортостан, руководитель Башкирского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас в первую очередь поздравляем. С праздником, с датой, замечательная дата, которая же оторвала нас от той далекой войны. Уже 33 года, как она закончилась. Для кого-то она закончилась 33 года назад, для кого-то 43 года назад. Для меня, в частности, 35 лет назад. Вот. Что означает этот день для вас, для ветеранов боевых действий, которые вот входят в РСВА, да, в общественную организацию, и 33 года проводится ежегодная акция? Что это дает? Это дает память о наших ребятах, которые ушли в горах Афганистана, ушли от нас далеко и навсегда. Память о них это проводится. И, наверное, по большей части для нынешней молодежи, для того, чтобы они понимали, что надо защищать, надо уметь защищать эту родину. Родина у нас одна, государств у нас может быть много. Мы воевали в одном государстве, сейчас мы живем в другом государстве. Но понятие Родина, она больше территориальна и больше, наверное, сакральна в наших душах, в наших сердцах, нежели государство, которое было и которое есть. Что означает это для ваших коллег, вот этот день? День памяти и скорби, по большей части, потому что вот мемориал «Скорбящая мать», который был создан при непосредственном участии Российского союза ветеранов Афганистана, нашем правительстве, нашем первом президенте, вот, та площадка, которая была выбрана неподалеку от Парка Победы, то есть все то, что там выбиты, все имена всех тех парней, которые в свои 18-20 лет отдали свои жизни, жизни помощи соседнему народу, установлению его. Но мы видим, что история, она такая цикличная, и после нас Афганистан, вот, он, к сожалению, еще находится в войне, и мы видим по прошлому году, как американцы уходили, и мы вспоминаем, как мы уходили, когда нас встречали с цветами, через мост, здесь, на нашей территории, там же вот американцы просто бросали всех тех, кто им помогал, и просто бросили и ушли. Причем при том оставили очень много оружия, и оружие не просто законному правительству, как на тот момент у нас это все было, а тем, кто мы сейчас, вот, допустим, международная общественность, она не признает Талибан. Да, вот. Ну, вот они бросили, оставили, ушли. И сейчас что там творится? Ну, дай бог, чтобы на территории Афганистана воцарился мир, и мы в рамках наших проектов делаем вот эти шаги, будь то футбол в Афганистане, будь то наше общество башкиро-афганской российской дружбы. Да, мы вот делаем все для того, чтобы как-то в рамках народной дипломатии это все прошло у нас более ровно, без всплесков, эксцессов, потому что Россия всегда присутствовала на территории Афганистана своими проектами. То же самое перевал Саланг, туннель Саланг. Да, все дороги практически по Афганистану, которые были построены еще в 60-х годах, это все были построены силами Советского Союза. Те домостроительные комбинаты, элеваторы, электростанции, очень-очень много было, и афганцы вот до сих пор, нас уже нету там 33 года, и они с большой теплотой отзываются на нас и говорят, когда вы снова придете с экономикой, придете с какими-то мирными посылами для того, чтобы жить, и чтобы Афганистан уже не был той империей зла, которая его пытается сейчас кто-то представить. Дмитрий Иванович, но это все-таки уже большая политика. Давайте поговорим здесь у нас локально, как живут афганцы, над чем работают. Я знаю, что РСВА занимается очень активно патриотическим воспитанием. Почему это так важно? Важно, чтобы пришло на смену то поколение, которое сможет защитить эту родину, потому что мы не вечно, мы, к сожалению, уходим. Очень многих мы потеряли на войне 342 человека, а после войны в Афганистане из 11,5 тысяч нас осталось всего 5. 5 тысяч. У нас люди не доживают до пенсии. Почему? Потому что в свое время они подорвали где-то здоровье, ну, и может, условия какие-то были, еще ряд обстоятельств, да, но вот слушайте сами, что
средний возраст ветерана там сейчас 55-60 лет, да, они до пенсии никто не доживает. То, что мы работаем, проводим нашу военно-патриотическую работу, показываем, что мы можем, мы закалены в боях, закалены жизнью. У нас сейчас есть футбольный проект под названием «Шарави», есть хоккейный проект под названием «Шарави». Сегодня приглашаю вас буквально на хоккейный матч, который пройдет в 15 часов на Ростовской 18, на Астра-арене, новая арена. Там будут ветераны хоккея играть с ветеранами войны в Афганистане. Вот приглашаю всех на этот матч. У нас есть волейбольный проект. Футбольный мы доказали, сыграли в Кабуле и выиграли там 1-0. Сейчас докажем в хоккее, что мы можем, и докажем в волейболе, что мы можем. В ближайшие выходные у нас пройдет турнир, посвященный памяти военных-специалистов на базе сельхозинститута. Там мы тоже принимаем участие в своей волейбольной команде. То есть работа ведется со школьниками на всех площадках. У нас есть такой наш замечательный проект, как «Боевая высота». Там, где авторы-исполнители, воевавшие в Афганистане и в Чечне, рассказывают о том, что такое война, как это все перенести. Как-то хотелось бы, чтобы обратило внимание больше, наверное, и народное образование, и Министерство культуры, для того, чтобы поддержали это проекты. Потому что это все делается не на гранты, на собственные деньги, и по мгновению души, наверное, и доброго желания, для того, чтобы не наступать на те грабли, которые кто-то когда-то наступил. Вот если родители, которые сейчас нас смотрят, захотят, чтобы уроки мужества у ветеранов боевых действий афганцев получали их дети, куда им обращаться и что для этого нужно сделать? Ну, для этого, как минимум, надо выйти с нами на связь. Мы можем и организовываем проведение и уроков мужества. У нас есть большая экспозиция в Музее боевой славы. У нас есть новая, кстати говоря, очень большая. Нет, она уже не новая, она уже создана по инициативе ветеранов. Ну, относительно новая. Ну, относительно новая, да. Она создана 10 лет назад на территории Музея боевой славы Республики. Нынче там проходят 2 выставки работ художников портрета ветерана, которые мы проводим уже не первый год. Это в рамках сотрудничества Музей Тюлькина, Музей Нестерова и Музей боевой славы Республики и филиал Музей Кавдивизии Шеймуратова. Вот. Это, в этих рамках это проводят все большие проекты, грандиозные. Это мы не, я как-то, ну, пускай так не прозвучит, мы не сторонники того, чтобы ходить по школам и по классам. Да, наверное, может быть, встречаться надо, но удобнее это все сделать на хорошей, на большой площадке, с хорошим звуком, с хорошей выставкой, да, потому что в каждый класс не донесешь то, что мы можем и знаем. И хочу вот попросить, опять же, наверное, родителей, торопитесь. Вы имеете в виду фестиваль «Боевая высота»? Я имею в виду и фестиваль «Боевая высота», и встречи с ветеранами. Торопитесь, к сожалению, люди уходят. Люди уходят, мы потеряли очень многих замечательных людей. У нас ушли из жизни и Дмитрий Купцов, и Павел Ганцев, и Сергей Пахомов, и многие ветераны, которые не дожили до этих дней, и они умерли здесь. Они знали и сделали для этого движения, для этой республики, для этого города очень много. Для этой страны они сделали много. Родина оценила их поступки орденами и медалями. Боевыми орденами и медалями. Я хочу акцент, наверное, поставить на том, что многие называют сейчас себя ветеранами. Ветераном можно назвать себя только тот, кто прошел войну. Все остальное, извините, друзья мои, либо дембеля, либо пенсионеры. Поэтому у нас такие же боевые награды, как у наших дедов, которые прошли, вот мы только что отмечали память Сталинграда, память Ленинграда, так у нас точно такие же ордена и медали, как у наших дедов. У всех остальных их нету, и поэтому вот ветераны, это ветераны Афганистана и Чечни, да, все остальные заслуженные люди и пенсионеры. Вот как так. Дмитрий Иванович, ну, 2 даты рядом в феврале. 15 февраля – это день вывода войск из Афганистана, да, и 23 февраля – это День защитников Отечества. В вашем понимании, что значит быть мужественным человеком, что такое мужество, и дети, которые вот нас слушают, в том числе, да, смотрят, о чем они должны знать, на ваш взгляд? Они должны знать, что 1/6 часть суши, на которой они родились, которую, я думаю, они полюбили, впитали свою любовь с молоком матери, она требует защиты. И вот эту 1/6 часть суши, ее надо защищать. И наши границы, нашей большой
великой, огромной страны, они находятся к радости, да, очень далеко от нашего дома. И Уфа, она, по сути, находится в центре, наверное, вот, где-то ближе к центру, будем говорить, нашей огромной страны. И надо понимать, что Родина это не здесь, это она вот вся та 1/6 часть суши, и надо лучше защищать ее на границах, да, и лучше вести боевые действия, как всегда говорили, не на своей территории, а на территории сопредельного, тех, кто попытается нам это сделать. Поэтому мы будем готовить ребят к защите Родины морально и физически, для того, чтобы они принимали решения, они были ответственны в принятии решений, и они понимали, что есть семья, есть твое родное место, да, есть Родина. Вот это вот очень много должно вот им просто... Мы научим вас Родину любить. Все. Как воспитать в себе смелость подросткам? Смелость – это отвечать за свои поступки, за каждое свое слово. В первую очередь. Да, в первую очередь. За каждое слово, за свои действия в отношении и ответственность в принятии решений. Что даст человеку, если он будет смелый и мужественный, на ваш взгляд? Уверенность в жизни, уверенность в правоте. И правда, она у каждого своя, но я вот православный, я славлю право. У нас мы на территории проживаем и читаем каждый раз вот, на наших мероприятиях молебен и правоверный, и православный. Поэтому вот вся сила в правде. Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был Дмитрий Глушко, член Общественной палаты Республики Башкортостан, руководитель Башкирского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.